Напомним, Бадрагунба поручил премьер-министру представить предложение по реализации резолюции гражданского форума «Диалог, согласие, развитие» в срок до 7 мая этого года. В совещании приняли участие руководители министерств и ведомств. Владимир Делба отметил важность системного подхода к работе над гражданскими инициативами. Президент поручил тщательно проработать те рекомендации, которые были изложены в резолюции. В этой связи я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами обсудили ход наших дальнейших действий. У нас есть предложение объединить ряд рекомендаций в группы и поручить ответственным органам, исполнителям дать свои предложения, при этом создав единый центр как рабочую группу с руководителем рабочей группы. Полагаю, что наше предложение к рекомендациям по резолюции гражданского форума тоже даст основу для того, чтобы решения, которые после будут прорабатываться, точно приведут к импульсу развития в социальном и экономическом плане нашей страны. В планах демографической политики внедрение программы ежегодной диспансеризации для всех возрастов, за реализацию которой будут отвечать Минздрав и Министерство соцобеспечения. Особое внимание уделено актуализации данных о населении. Госкомитету по статистике поручено разработать концепцию всеобщей переписи в 2030 году для точной оценки демографических показателей. Также обсуждаются правовые поправки для упрощения восстановления этнической принадлежности абхазов. Министр просвещения Хана Гунба сообщила, что в сельских школах планируется открыть 5 агроклассов. Для этого специалисты изучат российский опыт, посетят несколько таких классов в России. Необходимо провести подготовительную работу, определить количество заинтересованных школьников. Прежде чем выбирать школы, нужно определить контингент учащихся и среди них количество заинтересованных детей, дальше свою жизнь связать в этом направлении. Ранее профориентационная работа, соответственно, и в этих школах будем рекомендовать открывать агроклассы. Министр сельского хозяйства Беслан Джопуа добавил, что в связи с нехваткой механизаторов в некоторых школах планируется вести уроки трактороведения. Обучающимся вместе с аттестатом можно будет выдавать удостоверение тракториста. Агроклассы – одна из инициатив, изложенных в резолюции гражданского форума. Необходимости агрологии и трактороведения, они актуальны. Если получится в некоторых районах, в нескольких школах, может просчитать. Кадры, они есть, в принципе, они не сложные. Чуть-чуть немного надо помочь с материальной базой, там вот хотя бы какую-то технику им надо предоставить, как это мы проходили в свое время в школах, и вместе с аттестатом получать удостоверение, скажем, тракториста. Абхазия отправила в Дагестан 80 тонн питьевой воды. Об этом на совещании сообщил министр по ЧС Лев Квициня. Там на месте еще проведем совещание, переговоры по поводу того, чтобы какие дальнейшие действия, чем мы можем помочь. И президент предложил вплоть до лекарственных препаратов, все, что необходимо, все, что возможно, чем мы можем помочь. Потому что на самом деле там, как вы знаете, все беда. Есть пострадавшие, погибшие, поэтому будем выполнять то поручение, которое дал президент. Предложения по реализации изложенных в резолюции рекомендаций, относящихся к компетенции Кабинета министров, будут представлены президенту до 7 мая текущего года. Руководителем рабочей группы назначен Джансух Нанба. Айлита Арутюнян, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.